Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Пока дети спят, привела гусей. Сейчас они купаются. Уже мы несколько дней оставляем здесь. Они купаются, траву едят, сколько им надо. И забираем вечером около 7 часов домой. Траву не надо собирать, разве что для цыплят собираю. Но для цыплят собираю в огороде. Очень у нас холодно. Ночью даже +7, а днем +11, +12 градусов. В огороде толком ничего не растет. Мы едим только огурцы, и то с теплицы. Растет лук, зелень, и то радуемся. Ягод в этом году мало, но для детей хватает. Сливы не будет, вишни вообще мало, малина тоже не очень-то. Ну ладно, что есть, то есть. Что нам Бог даст, то и будем кушать. Вот посмотрите, чужие гуси. Они друг друга узнают, что чужаки, и обижают. Я покрасила своих гусей вот такой красный цвет, чтобы они не затерялись. Конечно, у меня они затерялись, тогда еще без метки были. Обычно мы каждый день приводили где-то на 2 часа сюда гусей, искупали, они немножко поели травы и домой забирали. Но один гусь у нас затерялся где-то 4 дня. Мы искали, не находили. Спасибо добрым людям. Наш гусь то у одного человека ночевал, то у другого человека ночевал. Я поспрашивала, и мне позвонили, сказали, на улице нельзя оставлять на ночь, могут кусать бродячие собаки. Вон и птица какая-то летает, вон большущие, не знаю, как на русском языке, коршун, не коршун. Здесь, конечно, не вижу я, не видно, не могу найти, но так-то видно, что летает. Это птица такая, которая гусей, маленьких цыплят, утят забирает и увозит куда-то, улетает. Вот от них тоже надо беречь. Говорят, тут не лиса, а что-то еще ночью ходит. Поэтому спасибо добрым людям. Это те люди, у кого есть гуси, у кого гуси сюда ходят. Большое им спасибо. Я вчера забирала гуся своего куры-ляпы. Спасибо им большое. Дай Бог им здоровья. Вон там некоторые гуси большие уже. Ну, наши тоже потихоньку растут. В этом году я поздно брала. Но все равно их можно пустить мясо, когда им будет только полгода, 6 месяцев. До этого надо их растить, кормить, ухаживать за ними. Теперь я здесь оставляю. Придем с ребятишками вечером. Теперь стараюсь сама тоже приходить. Здесь очень много гусей бывает. Они все перемешались, и внуки, не знаю, не смогли разъединить их. Но они говорят, мы долго разъединили их. Видимо, не считали. У нас 21
штук, а привели они мне 20 штук. Но я особо не переживала, детей не ругала, не за что ругать. Они мне и так помогают. Я уж сказала, ладно, в следующий раз надо считать, сколько их, и быть повнимательнее. Суждено найтись, то найдется, не суждено, так нет. Ну, слава Всевышнему, нашли. Засуха, но здесь, конечно, немножко трава растет, но скоро, наверное, если дождей не будет, то вообще не будет травы. По просьбе одной подписчицы я показываю ее отчий дом. Минигуль живет в городе Фурманове. Она здесь родилась, выросла. Живет в городе Фурманове. Вот она как-то просила меня, чтобы показала я ее дом. Когда я показывала, где гуси ходят, как-то мельком я, видимо, показала ее дом. Она скучает и, наверное, захотелось свой дом увидеть. Вот, моя хорошая Минигуль, посмотри. Это твой дом. Здесь улица ваша. Вот как недалеко. Вот здесь гуси ходят. Здешним людям очень легко, удобно выводить, растить гусей, утят. Вот дом твой, Минигуль. Посмотри, моя хорошая. Наверное, в отпуск приедешь. Ее мамой не стало в прошлом году. Очень хорошей женщиной была Халидапа. Она делала закваску. Я раньше у нее закваску брала. Самая хорошая закваска у нее была. Мне нравилась. Теперь ее нет. А это уже наша улица. Здесь у нас тупик. Вот такая улица у нас. Не очень широкая и не очень узкая. Какой сегодня ветер холодный, как холодная осень. Кто-то из подписчиков меня спрашивал: покажите мне, пожалуйста, дом 50-й, квартира 1. Вот дом. Вот я вам показываю, вот дом. Здесь жила Асьяпа. Ее тоже не стало. Этот дом купили. Я еще не знаю, кто купил. Я еще не познакомилась с ними. И просили мне показать вот этот гараж. Посмотрите, здесь был гараж, но почему-то его снесли. Просили очень, чтобы я показала гараж. Здесь хотят что-то строить. Здесь молодые, говорят, заселились. Здесь с обоих сторон дома, а где я живу, впереди нас домов нет. Вон там, где машина, до машины, с левой стороны мой дом. На улице у нас очень даже холодно. Были очень холодные ветра. На почве ночью до -2. В некоторых северных районах, немножко дальше от нас, километров 50-60, даже были заморозки, погибли саженцы, помидоры, даже капусты замерзли.
Вот я вот этот свой цветок даже не успела снимать. Ветер быстренько испортил. Запах какой вкусненький. В этом году у меня винограды хорошие. Вот этот куст у меня, я даже не знаю, как называется, но куст хороший. Побольше, чем в прошлом году. Цветут розочки. Ну, тоже листочки жидковато. Не так, как в прошлом году. Ну, я же говорю, что холодно, очень холодно. Но мои красотульки все равно потихоньку цветут, нас радуют. Вот этот клематис. Какой куст большой. Петунии цветут. Но видите, они так бедно сидят, мало цветут. Сколько бы мы ни полили, все равно они плохо растут. А вот лилия начинает цвести, все равно в этом году куст маленький, чем прошлые года. Это любимый цветок моей дочери Розы. Петуния красивая. Тоже нет погоды, чтобы им хорошо цвести. В огороде у нас вот так. Почти все под укрытием. Здесь у меня помидоры. Здесь перец. Здесь огурцы. Обильного урожая нет. Ягоды потихоньку каждый день собираем. Ребятишки кушают. А чтобы варенье делать, джем или что-то, компот, нету. Ну и ладно, ребятишки кушают. И то хорошо. Здесь капуста. А вот у меня начали обильно свести картошка. Картошка у меня скороспелка. Скороспелку картошку я посадила только здесь. Я думаю, что картошка будет хорошая. У соседей тоже картошка хорошо растет. Здесь также огурчики. Тоже потихоньку растут. Такого обильного урожая пока нет. Вчера только собирали ребятишками. Помидоры вон растут. Пока мелкие. А помидоров здесь очень даже много. Посмотрите. Здесь кабачки. Мы очень любим кабачки. Моим внукам нравится. И тушеные, и жареные. Особенно любит Кирюша. Здесь дома я картошку не травила. Каждый день собираю утром и вечером. Вот видите. От жуков я сберегла здесь картошку. Но там, на участке, где у детей стройка, я там потравила. Потому что туда я часто не смогу съездить. Каждый день надо это по 2 раза. И там участок все-таки 5 соток.
Поэтому решила я там потравить. В основном мы кушаем отсюда, в первую очередь. А там для скотины. Ну, как для скотины? Коза есть у нас. Теперь одна коза. Хорошо дает молоко. Гуси, цыплята и курочки едят. Варю с зерном, намешаю комбикормом. И все. Они кушают с удовольствием. Все-таки экономно. Многие у меня спрашивают, почему так много сажаете картошку. Может, кто-то думает, что мы одну картошку постоянно едим. Нет, мои хорошие, мы едим все и стараемся кушать разнообразно. Но у нас для скотины очень хорошо помогает экономить комбикорм. Поэтому выращиваю как смогу побольше. Лесных ягод тоже в этом году мало, сестра говорит. Были один раз в деревне, сегодня она приезжала. Говорит, очень даже там мало ягод и мелкие, потому что дождей нет. Но я и не хочу ехать, время тратить. Нет ягод в этом году. И в огороде, и в лесу. Дел меньше будет. В огороде кушать детям хватает. Самое главное, пусть употребляют в свежем виде. Ну, у нас варенье есть прошлогодних, позапрошлогодних тоже. Банок 15-16 у меня еще есть варенье разные, 3-литровые. Но я-то особо варенье не ем. Я стараюсь мало употреблять варенье, потому что у меня сахар поднимается. Но иногда хочется, конечно, когда хочется, я ем нормально. Еще сильнее поднимется сахар. Но в основном я стараюсь кушать мед. Без сладкого чай не чай, вы сами знаете. Хотя нельзя, но потихоньку можно. Ем мед натуральный. Каждый год покупаем у одних и тех же людей. Очень хороший мед. Да и моим ребятишкам, тоже друзья моего сына, приносят как гостиниц каждый год. Спасибо им большое, что не забывают моего сына и моих внуков. Дай Бог им здоровья. Немножко стало легче. Гуси у нас уже там на поле. Все-таки столько много травы не надо собирать, тем более травы у меня в огороде нет. А где-то собирать, куда-то ездить тоже не хочется. Я собирала у соседей в огороде. Они спахали осенью, весной не посадили. Картошку дают отдыхать огороду. У них собирала там, когда трава была молодая, мягкая, а сейчас трава жесткая. Да и не хочется собирать уже, потому что наши гуси уже едят траву на поле. Домой приходят, я им зерно даю, комбикорм даю, воду ставлю. Ночью они тоже хорошо кушают. Каждый день утром выгоняю на поле своих гусей. Пока все хорошо. Дети отдыхают. Скоро с 17 июля они пойдут в лагерь. Опека нам бесплатно дает лагерь. Лагерь у нас здесь, в Стерлибашском районе, в лесу. Называется Орленок. Очень хороший лагерь. Девочки уже отдыхали. Им понравилось. Там, конечно, бассейн пока не рабочий. Там построили бассейн. А когда начнут мои внуки, наверное, достроят, доделают. Ну, конечно, холодно, чтобы в бассейн ходить. Потому что и в здании, наверное, тоже холодно. Потому что мы дома уже
включили АГВ. Отопление у нас. В июне месяце, в конце июня, мои хорошие, мы включили отопление дома. Вот в этом году лето какое. Хорошо, что можно включить АГВ. Дети лежат в тепле. Девочки и мальчики у меня спят в тепле. Ходят прямо босиком, в шортиках. На улицу, конечно, выходят одетые, тепло одетые. Я поменяла АГВ, котел отопительный, тоже Лимакос. У меня тоже был Лимакос, но маленький, а этот Лимакос большой. Все здесь заново поменяли. Все новое. Осталось мне красить. Трубы красить, потому что здесь срезали, подгоняли. Поставили мне новый расширительный бак. Тоже все надо будет покрасить. Но печка работает вот. Хорошо работает. Быстро включается. Сейчас печка работает. Поменяла еще газовую плиту. Тоже такую же купила. Очень удобная. Поджигом. И быстро включается духовка. Но хотя у меня была плита хорошая, почти новая. Почти как новая. С виду, но срок истек. Поэтому пришлось поменять. Сразу поменяли и газовую плиту, и печку. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.